Здравствуйте, с вами новая рубрика якутского Саха-информационного агентства «Разбор полетов». Меня зовут Билли Бет. Пожалуй, начнем. 30 января полицейские республики провели расширенную коллегию своего министерства. Коллегия – это когда подводятся разные итоги и ставятся задачи на следующий год. Типа, вот в прошлом году поймали всех насильников, а в следующем должны изловить всех наркоманов. А еще там раздают награды. Так, начальник полицейских Якутска Николай Кульбертинов и замначальника следственного управления МВД Евгений Разин получили именные пистолеты. В принципе, к этим ребятам и так не стоит подходить с просьбой «дай закурить». Сейчас это стало еще более чревато. Граната. Граната. Так что там с преступностью? Как заявили полицейские, ее уровень в Якутии продолжает оставаться самым низким среди регионов Дальнего Востока. На 100 тысяч населения у нас происходит 1281 преступление. Однако значительно возросло число преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В общем, проще говоря, различных гаджетов почти наполовину. Рекорды бьет статистика списываний с банковских карт, плюс 140%. Ну и различные мошенничества выросли наполовину. Зато якутяне стали меньше убивать на целых 4,5%. Умышленно причинять тяжкий вред здоровью тоже не модно. Тут отмечено понижение статистики на 6,6%. А умирать после избиений стали меньше на 16,7%. Мигранты стали тише. На 1,5% уменьшилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Интересный момент. Якутия занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе по общей раскрываемости, а по раскрытию изнасилований вообще первое. Тут рекордные 100%. Что сказать, злыдень писюкастый не пройдет. Алло, это Гома-Гома-Зэк. Правоохранительными органами выявлено 157 преступлений коррупционной направленности, в том числе 11 фактов получения взятки, 7 фактов дачи взятки и 11 случаев служебного подлога. Пожалуй, на этом прекратим скучную статистику. Недавно в Якутии произошел случай, на котором мы бы хотели остановить особое внимание. На мужика завели уголовное дело после того, как он перешел дорогу в неположенном месте. Следствием установлено, что 23 декабря 2019 года мужчина перешел проезжую часть дороги в неположенном месте в районе дома номер 8 улицы Строителей. В это время мимо проезжал автопатруль ДПС, который осуществлял патрулирование дорожной обстановки в указанном районе города. Экипаж патруля заметил допущенное нарушение, и один из сотрудников ДПС, разъяснив его суть, предложил мужчине проследовать в салон автомашины для составления административного протокола. Однако мужчина отказался выполнить законное требование полицейского и нанес сотруднику ГИБДД несколько ударов руками и ногами в голову, тело, а также верхние и нижние конечности, после чего попытался скрыться. Для прекращения противоправных действий в отношении него была применена физическая сила и спецсредства. Инспекторы ДПС поместили мужчину в патрульный автомобиль, где составили административный протокол за нарушение требований и правил дорожного движения, после чего доставили в Следственный комитет, где в отношении него было возбуждено уголовное дело. Следует отметить, что в ходе предварительного расследования мужчина в полном объеме признал вину в совершенном преступлении, принес личные извинения сотруднику ГИБДД, а также направил письменные извинения в адрес управления ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия. Обвиняемый ходатайствовал о назначении ему меры уголовного принуждения в виде судебного штрафа. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Делайте выводы, а на этом пока все. До новых встреч на разборе полетов ЕСИА. Верьте только проверенной информации.